проектного отдела по развитию городской среды и мастер-планирования. Ого. Антакала. Салам. По-чувашски это означает «привет», а теперь еще и то, что вы слушаете новый выпуск подкаста «Антакала», где мы знакомимся с людьми, сделавшими интересные проекты в регионах. В первом сезоне, напоминаю, мы говорим о Чувашии. Меня зовут Настя, а в гостях у меня Ксения Голубева, руководитель проектного отдела Дома РФ, который сейчас занимается разработкой мастер-плана Чебоксарской агломерации. Ксения, салам. Привет. Смотри, можешь кратко объяснить, что такое агломерация? Потому что я думаю, что многие слушатели даже не слышали этого слова. Да, то есть если говорить простым языком, это объединение городов рядом по каким-то определенным принципам. Чаще всего по приближенности, то есть бывают полицентричные агломерации, когда есть несколько центров. Например, Чебоксарская именно такая. Есть Чебоксары, есть Новочебоксарск, и есть другие приближающие города, которые объединены просто по принципу близкой расположенности рядом. Бывают агломерации такие, которые просто разрастаются и захватывают с собой все территории, как, например, одна из крупнейших агломераций Токио. То есть это, по сути, когда город растет и расширяется дальше, он может захватывать за собой другие населенные пункты рядом. Это могут быть как города, как такие маленькие города, как просто населенные пункты. И они связаны между собой стратегически. И почему есть эта агломерация? Это понятно, что это градостроительный юридический термин для управления экономическими делами, для как формировать стратегию экономического развития, того же транспорта. И это всегда единый такой орган, который может управлять потом этой агломерацией впоследствии. Вот когда слышу слово агломерация, всегда представляю что-то крупное. Там Москву, Петербург, тот же Токио, который вы упомянули. А Чебоксары, мне как бывшему жителю города, кажется каким-то маленьким, все равно таким не мегаполисом, а городом, хотя там 500 тысяч, по-моему, населения. Да, это уже такой крупный, считается, в России город. И странно думать о том, что Чебоксары могут быть агломерацией. Это уже произошло на самом деле. То есть город настолько соединился с тем же Новочебоксарском, что мы можем их рассматривать как отдельные города, но так часто, что люди из того же Новочебоксарска живят там, приезжают на работу в Чебоксары, из ближайших других городов в том числе. И это неудобно. То есть не налажены транспортные связи, не налажена экономика. Даже просто элементарно неудобно ремонтировать дороги, потому что это все разные субъекты федерации. И когда мы накладываем на эту агломерацию, или у нас например, район бывает иногда, то есть это проще регулировать и проще заниматься благоустройством или какими-то работами, связанными с ремонтом. Поэтому это такой просто важный юридический термин. Это звучит как будто агломерация, но глобально это просто для того, чтобы упростить все процессы в городе, и в городах рядом. Класс. Я полезла как раз смотреть, что подразумевается под Чебоксарской агломерацией. Нашла такое определение, что территория Чебоксарской агломерации включает в себя Чебоксары и Новочебоксарск, Маргаушский, Чебоксарский, Цивильский и Маринско-Посадский районы. Супер удивилась, потому что очень много как раз-таки субъектов Чувашской республики. Конечно, они все вокруг Чебоксар как-то там распределены, если я правильно помню карту. А что будет учитывать план Чебоксарской агломерации, кроме дорог? Любой мастер-план — это, конечно, по сути стратегия. И только после, наверное, прохождения предпроектного анализа станет понятно, что нужно учитывать. Но даже сейчас уже верхнего уровня понятно, что обязательно нужно решить транспортные вопросы, экономическое позиционирование, то есть как будет работать система налогообложения, как эти все субъекты федерации между собой будут пересекаться. Это такая серая зона, как будто бы, которая простому человеку не видна, но без нее невозможно функционировать. Иногда бывает до смешного, что два города, они соединены, например, мостом, и этот мост ни на чьем балансе. Ни на балансе ни того и ни этого города. И что с ним делать? Ты ничего не можешь делать. Ни ремонтировать, ни убирать, не менять лампочки на фонарях. То есть нужно это все объединить. И когда это объединяется в большой субъект, то это просто проще регулировать. Чебоксары, он прям свойственен к росту, и пока что там демографический рост. Наверное, Казань не высасывает в таком большом количестве людей оттуда. Разве что вузы, но люди возвращаются. Москва. Мне кажется, все Чуваши едут в Москву. Да, Москва всегда высасывает всех, но это все равно не показатели, все равно. Есть такая и общая наша федеральная повестка, что стимулировать развитие городов, чтобы люди там оставались, улучшать комфортную городскую среду в этих городах, улучшать качество жизни. Все, правда, стараются много что для этого сделать, чтобы у людей были классные места приложения труда, чтобы им было комфортно сходить в кафе, музей, чтобы можно было классно жить и не хотелось уезжать в ту самую Москву, где вроде бы есть все. То есть я правильно понимаю, гипотетически в будущем через пару лет жители Маринского Посада, Маргауш и так далее как-то могут удобно садиться на транспорт, езжать в Чебоксары, потом уезжать обратно домой к себе на работу, и это все будет предусмотрено в этом плане. Да, обязательно. И на самом деле, что хотелось еще сделать важный акцент, мастер-план разрабатывается
разрабатываем мы, но мы это делали по закупке. У нас не федеральная закупка, а свой такой инструмент, который делает закупочную процедуру. И основной, конечно, участник в этом будет победитель этой закупки. Это Urban Pro. И там довольно-таки большая команда, 6 команд. Будут участвующим в проектировании, той самой партиципации, там, агентства территории заниматься, и архитектурой там будет МЛА заниматься. То есть такой, у них очень большой консорциум, сильный, где мы тут будем тоже как эксперты, как служба заказчика с ними координироваться. Поэтому я думаю, что предстоит очень классная работа. Сейчас сразу хочу пояснить, что такое соучаствующее проектирование, потому что слушают не архитекторы. Это, если я правильно скажу, мне поправьте, такое проектирование, когда привлекаются жители, да, к разработке каких-то идей, проектов, когда архитекторы советуются, как сделать лучше. Да, по большей части именно спрашивают, что им нужно. Такой элемент социологического опроса и вовлечения жителей. Они говорят, что им нужно, за счет этого становится понятнее, проще работать. Но это не просто простые жители, это в том числе и администрация, и эксперт. То есть это не вот просто там люди с улицы, это, естественно, экспертное сообщество в том числе. Да, ну как раз я хотела сказать, если спросить просто человека, вряд ли он сразу сходу может сказать, что ему нравится, что не нравится. Нет, что не нравится, наверное, он скажет. Это тоже важно. Классно, что вообще эта история популяризировалась. И, например, как будто бы даже уже жители городов немножко начали привыкать к этому, потому что много проектов благоустройства делается. И с благоустройством вообще понятно. Благоустраиваем парк, что вам не хватает? Там детской площадки для выгула собак, и они все как бы свои боли рассказывают. Ты записываешь и как бы понимаешь, что действительно функционально нужно в этом месте. Сейчас еще хочу немножко вернуться к вашему ответу. Наверное, разграничить как раз для слушателей момент, что есть разработчики, да, каких-то планов, которые это придумывают с точки зрения интеллектуального труда, и есть, так сказать, реализаторы, которые уже это делают руками, и это разные подчас могут быть компании. То есть вы придумываете это все, а уже потом какие-то подрядчики будут выполнять, и вы будете как-то принимать участие в проверке? Всегда у нас всегда бывает по-разному в разных проектах. В Чебоксарах здесь именно выстроено так, что мы как такой верхний уровень, есть наш институт развития Дом РФ, а дальше уже вот есть подрядчики Urban Pro с своим большим-большим консорциумом, вот, они разработчики, и мы с ними экспертно участвуем в этой истории всей. И дальше уже мы напрямую с администрацией города, вообще с руководителями, в том числе муниципалитетов, районов, взаимодействуем, соединяемся, и они уже своими руками это воплощают. Поэтому очень важно вовлекать всех представителей администрации, там, министров транспорта, министров здравоохранения по их вопросам, чтобы потом впоследствии они начали уже это сами реализовывать. И на самом деле, когда уже идет разработка мастер-плана, какие-то небольшие истории уже начинают реализовываться. А вот этот, например, парк, его очень легко реализовать силами, там, не знаю, какого-то небольшого федерального гранта, потому что много программ. И можно быстро в это включиться, быстро это зашить, и мы уже получим ту такую самую быструю победу, быстрый результат. Прям реализовывает это, конечно, муниципалитет и вообще будущее как бы руководство, в том числе агломерации. А что еще рассматривает мастер-план агломерации, кроме там транспортного соединения? Какие там объекты, Ну, конечно, аспекты? это культурные связи, потому что все-таки в Чебоксарах порядка, по-моему, 8-9 театров, что-то около 6 музеев, там несколько домов культуры. По мне, очень культурно насыщенный город, и у людей есть эта потребность, в том числе и у людей ближайших населенных пунктов. Поэтому это то самое взаимодействие культур, из которого выходит и в том числе образовательные связи, потому что все равно в Чебоксары тоже ездят учиться из ближайших городов. Важно вот эту коммуникацию понять. И, конечно же, все равно нельзя убирать историю с туризмом, да, туризм выходного дня из той же там Казани или из Москвы, все-таки это, правда, не так далеко, а на авиасообщении вообще просто, по-моему, 1,5 часа или час 15, даже меньше, мне час кажется. 15, что-то такое, да, вот когда летали. Почему бы не приехать на выходные, не погулять, там вкусно поесть, сходить в театр, сходить в музей, переночевать 1-2 ночи и улететь. Все равно это очень маленький вклад, но этот вклад, который способствует развитию города и в том числе улучшает качество жизни жителей там. Все связи и взаимодействие, оно как бы необходимо, потому что когда есть такие внешние коммуникации, у людей возникают такие какие-то дополнительные идеи, как можно дальше жить, работать и что нужно этому городу. Ну, а как это можно на примере каком-нибудь реализовать? Может быть, не Чебоксара, а каких-нибудь других уже ваших кейсов? Да, интересно. Ну да, вот, например, мы когда разрабатывали мастер-план Таганрога, его в том году утвердили постановление, мы продолжаем до сих пор его курировать. Буквально вот на той неделе ездила как раз в Таганрог, потому что там у нас есть и пожертвования. То есть вот про взаимодействие. Там мы даже сами выделяем средства на благоустройство парка, уже вот вторую итерацию средств. Сейчас будем реализовывать там застройку небольшую, концепцию. Ну, то есть вот мы внедряемся полностью. Если рассказать вкратце, что такое Таганрог, Таганрог — это, по сути, первый порт, который Петр I думал сделать до Санкт-Петербурга, но понял, что все-таки Азовское море слишком неглубокое, и оно в итоге не подошло. Сначала подошло, в общем, потом по определенным географическим спецификам не подошло. И он, правда, очень исторический, там потом впоследствии Екатерина меняла план. Он прям как такой маленький, сконцентрированный Петербург, очень потрясающий. И как там работает туризм? Да,
Да, сейчас затруднено авиасообщение, до этого было просто вообще супер удобно. Прилетел до Ростова, от Ростова час, и ты там, вот. Но даже пустили недавно прямой поезд в Петербург, Таганрог, и в целом есть довольно-таки быстрые поезда от Москвы 15 часов. То есть такой туризм тоже там выходного дня, а если вообще ты нанизываешь как бы такой маршрут из Москвы, например, ну, если мы рассматриваем московского туриста как такого самого, как бы платежеспособного, да, такого туриста, то он едет до Ростова, потом восстанавливается в Таганроге на пару дней, купается на Азовском море, если это лето, если это зима, катается на кайтах, или просто ходит по музеям, которых там масса. Там гастро, тот же туризм, там тоже очень много классных кафе открывается. Там есть еще IT, но это IT-туризм, это другая история. И вот как бы это способствует развитию города, за счет которого город может потом запрашивать гранты на ту же туристическую инфраструктуру, то есть навигации, туалеты, собственно, что сейчас и сделал Таганрог. Им там выделили порядка 40 миллионов в одном маршруте субсидию на 5 туалетов, на навигационные стелы. То есть как бы вроде бы вот приезжают туристы, зато у нас есть сейчас обоснование после этого, после которого мы можем эти федеральный бюджет привлечь в город. И от этого хорошо, естественно, не только туристам, когда есть общественные туалеты в городе. Ну, связывается, все склеивается между собой. Туристы помогают развивать качество городской среды, от этого становится лучше жителям. Я правильно понимаю, когда мы говорим про мастер-план агломерации, это обоснование для привлечения в последующем бюджетных средств? Да. Или все-таки там что-то практически реализуется или нет? Ну, мастер-план вообще можно иногда шуточно назвать там инфоповодом, таким медиапродуктом, по сути, пиар-компании для города. Ну так вот, потому что он, правда, привлекает с собой федеральный бюджет, очень часто привлекает частные инициативы, в том числе больших, крупных, с учетом того, что у нас много зашито внутренних инструментов, которые мы можем туда привлечь, или там другие институты развития, или просто какие-то огромные федеральные компании, которые, а почему бы нет? Вот есть вот этот как бы медиаповод, я бы хотел вложиться в реконструкцию чего-нибудь там, да, и вложить какие-то средства. С РЖД проще взаимодействовать или там еще с другими большими крупными федеральными компаниями, когда есть такой же документ. Да, то есть это как бы такой комплекс, который сам по себе, даже зашивая конкретные проекты, там, естественно, в мастер-плане пока нельзя сказать, что там точно будет зашито, будут какие-то, скорее всего, и концепции застройки небольшие, где будет выявлено, что да, вот здесь потенциально территория требует комплексного развития. Но тоже главное, чтобы сильно там не размазывать, а как-то очень комплексно уплотнять. И где-то концепцию благоустройства, где-то какие-то конкретные там, не знаю, манеризации по транспортным узлам. Ну, то есть все это будет конкретно, но самое главное, конечно, привлечь внимание. То есть это такой рентген по сути, да. города? Да, по сути, да. То есть сначала, когда ты делаешь мастер-план, ты выявляешь все его проблемы, слабые точки и, наоборот, плюсы, где он силен, что у него все в порядке. За счет как раз этих инструментов и ты помогаешь, городу, говоришь, что вот давайте еще вот это усилим, и у вас еще больше это будет работать. И потом как бы вот эти слабые точки ты как бы заполняешь такими, не знаю, какими-то имплантами внутри зашитого мастер-плана, да, который такой как комплексный документ, он рассказывает потом полностью все. А не бывает такое, что вот города разрабатывают мастер-планы на полку? Очень часто такое бывает. А для нас вообще, для России до сих пор как будто бы, хотя, мне кажется, уже 20 лет мы все этим занимаемся, даже, может, больше, как будто это до сих пор новый какой-то документ. И сначала это был вообще претендент, потому что нужно объяснять, что такое мастер-план, потому что есть генплан. Генплан — конкретный градостроительный документ. Это законодательный документ. Он, по сути, регламентирует функциональное зонирование. Где есть жилая зона, где у нас рекреационная зона, где у нас промышленная зона. Все просто, понятно, он проходит общественное обсуждение, и он как бы нерушим. Это документ. Есть в нем же зашиты правила землепользования и застройки, то есть это какие должны быть этажность у этой застройки, что здесь можно делать, то есть та деятельность, которая запрещена или разрешена. Прям конкретная история. Мастер-план не законодательный документ, но он инициирует как раз те самые изменения потом впоследствии в генплане. То есть, например, мы понимаем, что у нас тут в генплане почему-то жилая застройка, да, в процессе, а тут понятно, что это совершенно странно, здесь должна быть проходить дорога, и, например, какая-то логистическая цепочка, да, где должны быть какие-то складские помещения. И мы говорим, что вот это как бы слабое место, нужно его поменять в документации, и эти изменения потом как раз-таки, происходят. А вот интересно, как часто генпланы обновляются? Скорее всего же там их в советское время еще придумывали, а часто? Да. Сейчас, наоборот, какой-то повальный бум обновления, потому что как раз-таки вот были вот эти старые советские. Но на самом деле, наверное, мало регионов осталось, у кого старее, чем 70-е, 80-е остался генплан. Какие-то совсем. Вот мы сейчас работаем с Биробиджаном, у них довольно-таки старый генплан. Интересно, как в Чебоксарах. После вот этой разработки мастер-плана будет выявлено много итераций новых изменений, что да, мне кажется, город до сих пор разделен, там вот есть промышленная часть, все эти заводы, есть эти спальники, где нет каких-то там рабочих мест, где подчас даже мало парков. Это те проблемы, которые выявляются, во всех городах абсолютно одинаковые эти истории, что есть, можно сказать, такие жилые гетто, где люди только живут и все, и приезжают туда жить. А это, конечно, очень плохо, потому что все равно нормальный город — это смешанная функция,
где ты в целом, тебе не надо никуда далеко ехать, то есть вот эта концепция 15-минутного города. Да, моя любимая. Да, где ты как бы зашел, вышел, пошел на работу, отвел ребенка в школу или в детский сад, вернулся с работы, пошел в театр, в музей, там, не знаю, в кафе, забрал там ребенка или еще что-то. Ну, то есть и все это вот в такой За пешей 15 минут можно сделать. Да. Я, на самом деле, так начала жить недавно, года 2. Приехала в центр Москвы, и совсем другое качество жизни. Это на практике Это пробовать, правда, это да. прям супер. Да. Так, Чебоксары, а вы уже какой-то анализ проводили, что-то там исследовали? В какой стадии находится условное изучение, подготовка? Мастер-план прям и о чем можно говорить? можно сказать, он свеж. Где-то 1,5-2 недели мы начали работать. Но до этого у нас был другой проект, как раз-таки реконструкции театра, где мы проводили анализ. Конечно, с упором на театр Переболета. Пока, получается, вы только начали погружаться в чебоксарскую среду, изучать ее. А какие этапы при разработке мастер-плана будут? Ну вот ключевой первый этап — это предпроектный анализ, который включает в себя и социально-экономический анализ, то есть это что как раз происходит с демографией, с людьми, какие есть места приложения труда, какие основные сейчас есть экономические как бы такие аттракторы, там туризм или там промышленность, то есть по-разному. Вот эта вся экономическая история, естественно, географический анализ, ну вообще что, какой там климат, низменности, реки, что очень важно как раз для чебоксарской агломерации, все вот это. Естественно, в этом процессе предпроектного анализа то самое первые такие общественные обсуждения, вовлечение, то самое соучаствующее проектирование, где там отдельные встречи с застройщиками, которые говорят, что вот так мы строим, вот такие у нас проблемы, или там с теми представителями бизнеса, малого, среднего, крупного, с экспертами, да, которые там представители культуры, которые говорят, а вот нам вот этого не хватает. Ну, в общем, послушать сначала такие, можно сказать, с жителями да, и жителям, естественно. А как узнать об этом? Смотрите, будет создана платформа для сбора мнений, где будет там и общая карта, где можно будет оставить пожелания, онлайн-анкета, где будет высвечиваться вся информация о мероприятиях. Город обязательно будет на всех своих городских ресурсах выкладывать, в том числе там и просто на городских порталах, и в своих соцсетях. Все это будет анонсироваться. Мы сейчас обсуждаем с разработчиками, чтобы был создан в том числе какой-то единый канал взаимодействия в какой-то сети, ну, то есть какие-то группы. Да, конечно, возможно, какой-то человек это не увидит, но, наверное, чуть более интересующий человек, он обязательно увидит, потому что про это будет сказано и в новостях, ну, как бы местных, везде. Следим. Люди А что там можно будет высказать свои пожелания, какие-то? Вот да, на первых встречах это будет просто именно, по сути, такой практически, можно сказать, открытый микрофон, где будут высказывать свои пожелания жителей. Что мы хотим, какие у нас проблемы, и там уже можно будет потом это все собрать, отфильтровать, сгруппировать и понять, на что действительно нужно обратить внимание. Интересно, вот на вашей практике, как часто мнения жителей расходятся с мнениями администрации города? Так вот, просто хотелось бы какой-нибудь конкретный пример, но на самом деле вообще у нас есть такая, мне кажется, общая проблема, что часто в администрации работают не местные жители. И вот тогда это проблема, и тогда это видно, потому что они как будто бы не понимают, а когда все-таки в администрации есть там, ну, даже если это 50% сотрудников, они местные, то они не расходятся, потому что они сами понимают, на самом деле, что нужно городу. Антакала. В предыдущих подкастах ты говорила, что я обожаю писать все, что мне не нравится. Супер. Вообще приглашаю. На самом деле, помимо всего прочего, в июне, сейчас точную дату не скажу, но это тоже будет глазоческие чтения, как раз, которые мы Дом РФ вместе с Ранхиксом организовываем. Это тоже как такой еще один из каналов привлечения внимания к мастер-плану, потому что когда мы делали такую же историю в Липецке, это прям очень круто. Мы тут ходили и с жителями, и с экспертами по городу, в том числе те же образовательные лекции, где мы рассказываем, что такое мастер-план, как он отличается от рентгенплана, что такие проекты благоустройства, что такое соучастие проектирования, и все равно это вовлекает жителей, и кого-то интересует, и очень классно, когда приходят просто там, не знаю, школьники, и они такие, да. Ну, то есть это такой тоже элемент образования жителей, это прям очень круто. Главное, чтобы потом они где-то могли это применить, потому что я вот года 2 назад Стрелка приезжала, городские практики, это наша программа. Городские практики, это Дом РФ, да. Класс. Вот они приезжали в Чебоксары, делали там какой-то конгресс, и я ходила на выходные, которые были открыты. Это в театре было как раз. Да, как раз было в театре. Это было в театре, это как раз было преддверием нашей концепции. Тут, наверное, мы хотели инициировать такую больше, ну, какую-то такую свободную атмосферу, и там у них потом итоговый продукт, по сути, были открытки, как мы видим впоследствии этот театр. И он был даже немножко скандальный, потому что на некоторых открытках театр обрисовали, как будто бы это крематорий, ну, потому что все равно... Это было такое задание от организаторов. В общем, в Чебоксарах, что интересно, есть несколько таких провокационных урбанистов, которые, собственно, это их руками было сделано. Ну, то есть это нормально,
но часть идей было других. Это интересно, когда есть разные сообщества, и там вот есть несколько ребят, которые такие, они... Когда стало модно быть урбанистом, в каждом городе возникло по несколько таких людей, мне кажется. Это неплохо, это тоже популяризация, даже через какой-то такой инструмент, но впоследствии, мне кажется, мы нормально эту историю там отработали в театре, тоже поняли, что точно, например, не надо делать. Слушайте, я была участницей воркшопа, и на самом деле у меня до сих пор смазанные чувства. Могу с вами поделиться, да, конечно. интересно. Потому что, во-первых, кто у нас там был куратор? Но это были не чебоксарские ребята точно. Московские, Московские. Да. И они сами построили воркшоп так, что они дали уже задание с какими-то абстрактными идеями. И не сказали, что нужно практически реализовать что-то применимое к жизни. Они просто сказали, давайте пофантазируем, посмотрим на театр просто с другой плоскости. Вот вам варианты уже готовые, зоны для ТикТока, крематорий, что-то еще. И мы просто с ними работали. И потом, когда у нас была защита и пригласили туда представителей власти, администрации театра, еще кого-то, они пришли. Я не поняла, почему были такие дискоммуникации, что забрифовали гостей от администрации одним образом, что они пришли на какие-то итоговые просмотры проектов, а участников воркшопа, которые пришли просто как-то, наверное, с желанием помочь родному городу применить свои знания, забрифовали на то, что мы сейчас с вами тут поиграем в какую-то абстрактную фантазийную игру, и потом вас мы вместе столкнем, и все просто будут раздосадованы этим, потому что, правда, тогда мы вышли, все участники, с огромным чувством неудовлетворенности, наверное, это мягко будет сказано, и я, например, ждала чего-то другого, я ждала, что мы там все познакомимся, что задружимся и сможем даже потом на расстоянии курировать, делиться. Да. В этом мы, на самом деле, есть основная задача, все, что вы говорите. Тут могу честно признать ошибки, и мы их провели, эту работу над ошибками. Наверное, тут у нас был такой еще опыт. Стрелка предложила привлечь сторонних ребят к себе в организацию этого мероприятия. И, наверное, они тут слишком много архитектурного вложили, а городские практики — это не столько про архитектуру, сколько вот про ту самую коммуникацию, то впоследствии сформировать сообщество, которое что-то будет делать дальше. Тут мы, правда, немножко ошиблись. Тоже нельзя говорить, что все было зря. Мы поняли, как точно нельзя себя вести, как точно нельзя позиционировать. Но тут тоже наше опущение, что мы, наверное, сами, как Дом РФ, не поехали туда лично, очень фоново курировали, потому что тогда еще только вот начинали взаимодействовать с чебоксарами. Это, правда, ошибка, но я думаю, что как-то удалось сгладить эти углы, и потом, когда обсуждали театр, как-то все было более в позитивном ключе. Первая встреча была, да, конечно, негативная, все такие, так, это вы приехали, нам тут до этого нарисовали что-то. Мы такие, да. Но вот ребята из «Стрелки» или откуда они там были, я не знаю, говорили, что они хотели создать вот этот вот... У Чехова есть это вот молчание, которое очень многозначное, повисяющее, что ему хотелось это создать. У нас сейчас новые претенденты, и мы, по крайней мере, в тех проектах, в которых мы участвуем сами, городских практик, у нас недавно было в Владикавказе, вот в июне будет в Петропавловске, Камчатском. Мы сами прям туда ездим. Раз уж затронули театр оперы и балета, давайте, может быть, еще вкратце расскажу, чем были крутые городские практики, потому что так сразу начали с негатива, но там было много всего хорошего. Например, я там впервые в жизни оказалась на экскурсии в театре оперы и балета внутри, поднялась по этой свечке, посмотрела, как там все устроено, посмотрела на залив прекрасный. Это было, для меня там... На крышу уж поднялись, да? Да, мы поднялись на крышу, где ни разу там не была, и знать не знала, что там вообще происходит, как это все устроено. Вот это было дико круто для меня. Тогда же как раз я узнала, что планируется проект по реконструкции театра оперы и балета, который вы, я так понимаю, делаете. Да, мы сделали его уже на концепцию. Сейчас идет процедура, то есть у региона есть средства на проектно-сметную документацию, но вот ищем подрядчики. Сейчас какая-то новая история, что сложновато найти подрядчика, потому что все стали великими проектировщиками и просят какие-то нереальные деньги не по рынку. Вот. Я думаю, что мы скоро поборем в течение 2 недель, и город сможет заключиться на эту документацию, чтобы это разработать. Поэтому еще параллельно была сделана модернизация сцены. То есть это как раз-таки момент городских практик, когда вы там были, заключился контракт и сделали, по сути, такая техническая модернизация сцены. Она была сделана. Мы когда первый раз приехали, велись эти работы активно. Вообще сам театр, конечно, очень классный. То есть это же такой советский модернизм 86 года. Там вот Бегунстен — это очень классный проект, хоть и не памятник архитектуры, но... А вот почему? Я до сих пор не могу понять, почему не статус охраны. год. Слишком молодой? Да, то есть это же должен быть проект выявления охраны, то есть это целая тоже история, которой тоже нужны дополнительные средства. Но, может быть, пока это неплохо для него, потому что основная задача была нашего проекта. И почему вообще этот проект возник? Театр не соответствует противопожарным нормам. То есть он соответствовал нормам 86 года, а текущим не соответствуют все эти пути эвакуации. Раз вы там как раз поднимались, видели, какие маленькие лифты, какие узкие лестницы. Их, правда, не очень много, с учетом загрузки, то и сколько там сотрудников работает, там порядка 350 сотрудников внутри работает, в том числе с труппой, со всеми. И сколько приходят жителей, и вообще, те, кто приходит смотреть
на спектакли, и часто у них есть фестивали. Первое, это была проблема с противопожаркой. Если мы сделаем памятник, там ничего менять нельзя. Наверное, нужно вот это инициировать историю, когда вот эти коммуникации будут видоизменены. Как, например, был классный проект в Москве с новой Третьяковкой на Крымском валу. Там как раз-таки голландское бюро АМА, это Ремколхоз, собственно, они сделали такую концепцию, тоже тех же годов примерно здание, и та же проблема с противопожаркой. Основной упор этого проекта был сделать вот эти коммуникационные узлы. То есть он как будто бы визуально не сильно меняется, но внутренняя начинка, конечно, модернизируется, вся вот эта инфраструктура. Вот это первая задача, которая перед нами стояла. А вторая — это история, что не хватает репетиционных залов, и это, правда, наверное, вы видели, там, правда, как будто бы мало места для репетиционных, если гуляли, ну, вот как раз на экскурсии. Я заметила какие-то очень адские, если честно, эти, даже не гримерки, балетные студии или как репетиционные залы, маленькие, без окон, без воздуха, как бы нельзя там танцевать балеринам. Вот это основная проблема. Поэтому инициируется небольшой пристрой. Я переживаю за облик здания очень сильно. Мы тоже очень переживали, и у нас было несколько вариантов концепции. И на последнее мы как будто бы это обрисовали, и все равно сейчас, сделав проектно-сметную документацию, понятно, концепция претерпит изменения, так всегда бывает. Вот. И еще раз обсудим с жителями, потому что, без этого никак. То есть все равно репетировать труппа должна в театре. Есть практика, где труппа репетирует в каких-то других местах, но она должна репетировать в театре, потому что финальный прогон всегда на сцене. Должен быть дублер сцены в репетиционных зонах. То есть это прям такие важные постулаты. Мы общались как раз с руководителем театра много-много и плотно, и главным балетмейстером театра. То есть просто конкретные технически удобные истории, которые им нужны. Это не какие-то там пожелания помещений по зарабатыванию там денег, не какие-то нистовые рестораны. Нет, это просто вот репетиционные залы, гримерки, которых им прям не хватает. Даже для заслуженных балетмейстеров или артистов, оперы, да, это прям малюсенькие гримерки. Хочется стимулировать классных артистов там оставаться и работать, и не уезжать за лучшими просто вот этими условиями. Я все равно переживаю. Мы тоже очень переживаем, но есть частые практики, много международных таких вот приемов. Можно это сделать классно. И очень хочется это сделать классно. И вот, мне кажется, у нас концепция это получилась. Настолько деликатно, из тех же материалов, в том свободном участке никак не испортив облик общий. Вот очень хочется, чтобы было так, потому что, например, тот же театр оперы и балета, у него был, по-моему, там в начале 90-х сквозной проход, который сейчас остеклили, сделали каким-то страшным атриумом вот из этот пластика. 2000-х. Это наш бич 2000-х, где все стеклили, появились пластиковые окна, и все начали их использовать. Да, мы тоже там предлагаем небольшую модернизацию этой зоны, но не поверите, вот эта странная история, которая возникла, но она дико востребована, естественно, работниками театра. Там же у них еще появился зал, появился зал дополнительный. Там тоже еще организовываются небольшие камерные концерты, когда они репетируют, а когда вот мы там сколько раз ездили туда, там всегда репетируют оркестр, потому что там хорошая акустика, а для театра акустика, самое важное, наверное, особенно для оркестра театра. И, конечно, это тоже помещение такое, все равно театр должен тоже чуть-чуть зарабатывать дополнительно, они его периодически сдают под какие-то мероприятия небольшие. Когда я вот эту всю пластиковую штуку увидела в более сознательном возрасте, изучила что-то, я там уже 4 года тоже в урбанистике варюсь, она у меня ассоциируется с тем же зданием музея «Гараж» в парке Горького. Бывший ресторан на времена года, в советское время он там существовал. Сейчас оно, по-моему, там двухэтажное, да, а он был одноэтажный. Там просто вот первый этаж, который сейчас у музея, он был сквозным. Посетители, которые в парке гуляли, спокойно проходили, и вот так специально строили, чтобы не мешать людям в парке гулять. Сделали первый этаж, но оставили там какой-то очень грамотный этот сквозной проход, что ты можешь через музей пройти, в принципе, выйти, и сделали как-то очень красиво, элегантно. Взяли себе дополнительную площадь, но как будто бы идею... Вот мы это и предлагаем тоже. У нас тоже открывается проход, то есть модернизируется входная группа, и вообще наша концепция захватывает не только здание, но и благоустройство вокруг, которого нет, это необходимо. Театральная площадь — это место сборов, да, поподробнее рассказать. Да, без этого никак. Конечно, то есть там же есть вот эта уникальная плитка, такой шестигранник, и наша задача ее сохранить. Мы закладываем как раз-таки продолжение этой идеи вокруг. Просто вот даже вот то, что хочется сохранить тот проект 86-го года, потому что он, правда, классный. Открываем проход. Театр же это не только вот образ, это еще облик тех афиш, которые на нем размещены. Сейчас это, к сожалению, сделано не очень. То есть мы предлагаем, как за счет тех же флаговых конструкций, это все можно размещать аккуратно, деликатно, не портя образ, формируя вот ту самую театральную площадь, где можно посидеть, передохнуть, подождать просто там, позвав на свидание в театр, или просто прийти на эту площадь и посидеть на ней, потому что на ней классно, и такая атмосфера, и там часто на этих театрах мы тоже предлагали, чтобы там играла какая-то периодически музыка, такое какое-то место сбора, и которое как раз протекает дальше на смотровую площадку, на лестницу, и там
Там же недалеко уже благоустраивают зону такую более спортивную, но там же рядом и жилые дома, чтобы в том числе жители ближайших домов это использовали как такое пространство общественной гостиной. Это вот наша, наверное, ключевая история. Нам хотелось бы открыть театр в будни, потому что мы там немножко модернизируем зону вестибюля, сохраняя те уникальную плитку, те потрясающие светильники. И если есть вообще возможность, мы там готовы, кто будет слушать подкаст, поделиться этим проектом, который мы разработали, ну, может быть, куда-то как ссылкой. Да, он чтобы... в открытом доступе, я, мне кажется, в канал скину его. Да, просто потому что очень часто сложно описывать словами, что сделано, проще на это посмотреть. Вот. Очень хотели аккуратно, и в том числе там небольшую кофейню организовать, где можно зайти в театр, и, может быть, посмотреть на те афиши, и, подумав, взять и купить билет. Ну, то есть, кстати, на нашем воркшопе это был самый главный дискуссионный вопрос. Театр, он только для театра, только для искусства, никаких там вот этих вот ваших развлечений не должно быть. А современнивание пространства какими-то дополнительными функциями — это очень хорошо. Я не вижу. Но это дух времени, мы это долго обсуждали, потому что театр — это храм искусства, да. Так и есть. Но вообще-то храм искусства и любое вообще такое место, я думаю, что все прекрасно знают, создавались для популяризации и для образования людей. Если уже заглянуть вообще там в начало истории всех, раньше люди не умели читать, писать, а ходили смотреть театр. И этим они образовывались. И чтобы туда вовлечь жителей, это должно быть просто. Это должно быть высоко, очень круто и очень вдохновлять, но туда мы должны быть просто зайти. Да, там, возможно, должен быть какой-то регламент, это нормально. Ну, то есть это как ты приезжаешь в другой город, тут свои правила. Ну, как бы ты на него ориентируешься, это культурно. Ну, конечно, есть, в купальниках из залива не ходить. Да, это странно. Ну, то есть какие-то такие включения нам бы очень хотелось добавить, собственно, мы и добавили. Да, это должен остаться храм искусства, и это искусство должно быть популярным, классным, крутым. У них потрясающий, их балетмейстер, руководитель балетной труппы. Мы были там на одном из фестивалей как раз балета современного, потрясающий. Там были и привозные группы, и своя команда танцевала. Своя команда понравилась больше всех танцевала. Ну, вот прям очень круто. Я просто очень люблю сама балет именно, вот, и ты так смотришь, и вдохновляет эта сила тела, это как они передают через танец всю историю того, что они хотят рассказать во время. Это прям очень круто. Поэтому мне кажется, что кто бы хотелось туда ходить, это нормально, чтобы он вовлекал даже вот за счет площади. Мы сидим, встретились и подумали, все-таки, может быть, мы наконец с тобой сходим в театр? Ну, давай сходим. Так, а какая у нас там афиша? Да, давай, вот сходим. Вот. И мне кажется, это очень круто. И это нормально, чтобы это оставалось событием. Почему это не может быть каким-то приятным событием? Мы все-таки, правда, не каждый день ходим в театр. Можно и собраться как-то, принарядиться. Почему бы нет? Если будет агломерация, это же еще из Мариинского посада приедут. Конечно. Да это ж круто. Ну, то есть это вообще наряжаться, это классно. Не всегда есть повод наряжаться. Да. Но почему бы нет? Хочется иногда настроения. Да. А смотровая там как-то будет открыта? Вот вы предусматриваете? Да, обязательно. Именно прям саму крышу, вот эту зону нет, но вот зону смотровой, и в том числе на новом объеме мы тоже проектируем такую зону видовой точки, потому что он находится на супер видовой точке. Да, это его, мне кажется, супер ресурс, который можно использовать. Да. Лифт. Вот я смотрела в документе, у вас там 3 варианта лифта, и, конечно, лифт внешний мне вообще не нравится. Да, есть такой вариант, это вот, но это не хватает нагрузок. Вот те самые коммуникации. Вот сейчас будем делать когда проектную документацию, будем еще раз обсуждать с инженерами более подробно. Но это вот тот компромисс, который надо будет обсуждать. Если что-то не нравится, готовы слушать, будем думать, как менять. Пожарные нагрузки, все-таки нам нужно понимать, что все может произойти, и нужно эвакуировать людей очень грамотно, и они могли сами там не возгореться и убежать оттуда спокойно. Это да, но просто я не представляю себе внешний лифт, правда, на этой свечке, совсем меняющий его облик. Согласна. Как раз думаем на этот счет. Вот. Это было во втором у нас варианте. Мы все-таки на самом деле придерживаемся более первого варианта концепции без него. Но просто по практике, я понимаю, что там сделать внешний лифт дешевле, чем внутренний, скорее всего. Из-за этого внутрь туда невозможно его еще засунуть за счет конструктивных особенностей. Там в одном месте, да, но вот мы еще будем прорабатывать с пожарными спецтехусловия. Это просто чуть дороже, чуть сложнее, чтобы можно было провести это разрешение и сделать это другими путями, чтобы там открывались просто там на крышу зоны, если там тоже затомление, тоже демоделение. Это правда такая очень инженерная игра. Чем она деликатнее, тем она дороже, естественно. Да. Вот. Будем обсуждать, потому что на проект у города уже деньги есть, на реализацию на самом деле тоже заложено. Главное сейчас проект доделать. Смотрите, у меня еще такой вопрос был, когда я смотрела этот проект, как вы там будете обыгрывать, может быть, какую-то национальную идентичность. И я вот увидела, что вы там красный цвет в мафах наружу используете, да, такой, наверное, флагманский цвет республики. Что еще там придумали интересного, расскажите? Именно в театре она идентичность там уже есть, а за счет в том числе там и орнамента в интерьере, да, который есть, и тот же камень с латунью, такой золотой, это мы все тоже сохраняем, интегрируем. И сам по
себе тоже камень. И даже вроде бы такая модернистская форма, она тоже, мне кажется, очень сильно отражает национальную идентичность. Для нас, ну, это может быть лично для меня и для нашей команды, она будто бы диссонирует, но при этом она очень как-то обыгрывается. Очень хочется поменять в том числе позиционирование, ну, тот самый же логотип театра, как выглядят афиши, как выглядят билеты. Ну, то есть и мы предлагали несколько вариантов, но обычно это, конечно, должен быть какой-то большой конкурс. Мы просто это инициировали историю обязательно, которая впоследствии будет обсуждаться. Мы тут тоже играли с геометрическими формами, которые выливаются из местного орнамента, в том числе и с теми же материалами и цветами, которые характерны. Театр сам диктует. Тут все, мне кажется, было просто, как все это произошло. Если что-то не нравится, всегда готовы послушать всех и что-то исправить, но тут попробовали обыграть. Вот он сам просто продиктовал историю. А если мы говорим про, конечно, про агломерацию, то тут очень важно закладывать туда вот это позиционирование, то есть бренд. И он, конечно, будет в верхнем уровне заложен. Впоследствии, скорее всего, как во многих больших так республиках это делается, какая-то большая отдельная команда разрабатывает вот тот дизайн-код территории. Вот. И мастер-план это обязательно инициирует. Там как раз-таки все это будет учтено, потому что без вот этой культурной идентичности, которую нельзя писать просто цветом и какими-то символами, да, часто это очень глубокая история, которая наслаивается не только образованием, но и теми же историческими факторами, которые туда были наложены. Первое, что мы делаем, поездки, мы идем в Краеведческий музей, мы общаемся с экскурсоводами, идем на какую-нибудь экскурсию, познать, понять, чем вообще живет город и что для него действительно важно. Было супер интересно спросить у вас, в Чебоксары сколько раз ездили, какие у вас впечатления от города, что посмотрели, что там понравилось, не понравилось, ваш такой личный уже персональный опыт как туриста? Я, наверное, ездила раз за 4-5 с командой. Понятно, что это такие классические командировки, поездки по конкретным задачам, но, конечно же, мы гуляли много по городу и общались и с жителями, с экспертами. Понятно, у нас был основной упор на театр, а сейчас он шире охват, и я думаю, что команда проедется и по всем рекам, и по всем районам, и со всеми поговорит, и все посмотрит. Мы специально подыграли, чтобы попасть на спектакли, чтобы попасть и в музей, и походить, и везде. Ну, то есть город нужно пройти. Для меня еще лично очень важно город пробежать. Всегда, когда приезжаю, беру кроссовки и с утра перед всеми мероприятиями, какими-то осмотрами иду, смотрю, понимаю, кто тут бегает, тоже такой элемент анализа. Понятно, можно все посмотреть по Страве, и там по другим каким-то источникам, что происходит, какая активность, но тоже посмотреть, как город живет, как город работает. Только так можно понять. С таксистами очень классно поговорить, поэтому всегда хотим не чтобы нас возила администрация, сами просто хоп-хоп на такси, так спрашиваем сразу, как, что, как у вас дела, что не нравится. Ну, важный такой просто такой. Где дороги не очень. Да, тоже. А они часто говорят не только про дороги. Ты когда им начинаешь говорить что-нибудь про театр, вы были в театре, он что-нибудь начинает рассказывать, какую-нибудь байку, легенду. Да, ну то есть и ты такой класс, в общем. И это прям кирпичики для будущего проекта. Слушайте, что меня еще по экскурсии по театру оперы и балета там поразило, вот в этой свечке до сих пор эти граффити из 90-х. Коля плюс Маша, 93-й год. Ну да, есть такое. Ну потому что, правда, у театра не очень много денег, и поэтому этим проектом тоже хочется инициировать, в том числе не только его такую субсидированность, чтобы он был за счет федерального, муниципального бюджета, но чтобы туда экономику немножко привлечь. Там за счет еще больше покупки билетов, да. Этот проект нацелен на то, чтобы это продать. Ну в том смысле, что продать по-хорошему. Должны быть классные афиши, должен быть классная мерч, идентик, который хочет купить. Не просто какие-то там сейчас продаются бланковые брошки в виде балерин, а это чтобы было так, это вот что-то для меня значит про это, да. Там, не знаю, какой-то там фрагментик чего-то. Ну, я супер удивилась в вашем как раз анализе. Там смотрели за год или за два, я не помню точно, какие спектакли показывались на сцене. И вот я видела только, по-моему, 4 или 5 спектаклей на чувашскую тему, либо на чувашском языке. Мне кажется, такой флагманский продукт должен быть у Чебоксарского театра оперы и балета. Ну, мы, конечно, проговаривали, у них, понятно, есть такая классическая программа. Хорошо, она должна быть, от нее не надо отступать. Это классно, что у них появляется современная программа, но это такая местная, она же тоже может быть и современной, и классической. Ну, то есть мы с ними это обсуждали, понятно, это больше про руководителей театра, но как будто бы они сейчас так открыты, нацелены на эту историю. Вообще, как будто бы сейчас есть классная тенденция во всех городах, и в Чебоксарах в том числе, возвращение такое назад по-хорошему, ну, то есть к корням, как бы, что, собственно, мы такое, как будто бы сейчас это очень востребовано. Национальный ренессанс. Да, ну почему бы и нет? Ну, потому что мы, правда, из этого и какие-то даже наши смешные традиции, к которым мы привыкли, приезжая там в другой город даже, я уж не говорю про другую страну, ты понимаешь, что люди так не делают почему-то, они не так это называют. И потом ты понимаешь, что это же у этого есть объяснение, почему это было именно так. Поэтому это важно. Если кто-то нас слушает, очень хочется больше спектаклей и продуктов касательно, там, не знаю, репрезентации чувашской культуры. Мне кажется, кто, как
как не Чебоксарский театр эту тему Конечно, осваивать? да. Ну, мы это тоже вот инициировали. Собственно, вот те же городские практики тоже старались это инициировать. Вот. Кажется, я не заметила абсолютно. Да, ну, Простят меня. все бывает. Может быть, стоит провести новые, знаете, городские практики. Согласна, я думаю, что надо, потому 2.0. что... Да. Думали, кстати, Чебоксары добавить, но так как делаем там глазочевские, мне кажется, тоже большое мероприятие, намного крупнее, чем городские практики, и должно быть все хорошо. Мы столько раз вспоминали глазочевские чтения. Нет, такая конференция урбанистов, она, по-моему, Ранхиксом инициирована в Москве, да. проводилась. И теперь они впервые делают выездную? Нет, выездная была вот нами с Дом РФ, мы инициировали в том году впервые в Липецке, и она прошла бомбически. Надеюсь, что она еще более бомбически пройдет в Чебоксарах. Мы синициировали такое крутое мероприятие. Город, так как там, правда, очень активная глава, она синициировала под этот фестиваль с большим костром на острове, с концертом вообще. Ну, то есть вот так вовлекли мы жителей под конец. То есть помимо всякой образовательной такой, может быть, на более узкую специфику, там лекции от разных спикеров, у нас была экскурсия по городу, где мы заходили в бар, где есть местное сообщество. Ну, то есть было круто. Я надеюсь, что в Чебоксарах нам удастся ровно так же все это организовать, потому что там, правда, есть несколько, я точно знаю, сама лично их знаю, людей в администрации, которые в этом очень заинтересованы. Есть те самые вот местные урбанисты, которые тоже в этом заинтересованы. Я думаю, что они все с нами включатся, и мы как бы эту историю отработаем активно, и будет круто. Ждем анонс. Да. Интересно, ваше мнение как архитектор, когда вы приехали в Чебоксары, вы все равно же смотрели, оценивали городскую среду. Вот насколько вообще там, по мне сразу скажу, мне кажется, что вообще нет какой-то там идентичности в архитектуре национальной, никак не выраженной, никак не считывается. Ваш взгляд какой был? Ну да, мне кажется, нету, недостаточно. Ну вот, это прям искренне недостаточно, что у города все равно есть крутой рельеф, есть вот этот искусственный Чебоксарский залив, есть Волга. Это считывается, эта история есть, и он, правда, видится довольно-таки зеленым, но я думаю, что это имеет смысл добавлять. Вот. Поэтому я думаю, что на это повестка есть. Это добавляется за счет уже каких-то арт-объектов, вот таких как бы... Хотя бы хорошо, что уже с этого начинается, с тех же там муралов, да, тех же каких-то небольших арт-фестивалей. Ну, то есть вот это уже потихонечку делается. Вот. Когда вы рассказывали про ваш фестиваль в Липецке, очень захотелось какой-то классный фестиваль в Чебоксарах, потому что там лет, наверное, 10 назад был Strawberry Fields на Волге, очень такой большой, мощный, классный, и он как будто бы для меня был единственный. Может, что-то не знаю, потому что не живу. Нет, фестивали именно таких больше небольших. Ну, типа по установке тот самый, вот, может быть, немножко тактический урбанизм, есть такой термин, когда какие-то временные конструкции устанавливаются. Вот это было несколько раз. Вот. Но они, наверное, такие местечковые, а хочется вот чего-то большого. Но я надеюсь, что, собственно, не поверите, но мастер-план инициирует и событийную программу. Ну, то есть он рассказывает, что, ребята, а у вас что культурное такое? программирование. Да, что у вас, слушайте, общие праздники, там, не знаю, Новый год, там, да, тоже. Катуй. Да, а как-то его мало. Его нет вообще давайте в Чебоксарах, его странно. отмечать. Ну, на это запрос колоссальный, потому что, ну, это правда круто. Это даже круто человеку, который не вне этой культуры. Да, это можно продавать, репрезентативировать, вызывать туристов. Да. Ну, то есть вот это же будет как раз вот эту проблему озвучит мастер-план, потому что она, конечно, есть. И мне вот, просто как человеку, тем более как архитектору, она заметна, когда туда приезжаешь, что ты сразу начинаешь всматриваться, то есть там детально, ну, прям вот не хватает. Он, к сожалению, похож на любой рядовой город на Волге. Ты чего-то чуть-чуть находишь, но это вот так вот. Ну, это твоими глазами. Да. Я согласна. Это не должно быть пошло и там, не знаю, орнаментами везде все обложено и гербами там обклеено, и какими-то, не знаю, фигурами в виде там чего-нибудь, да, местных каких-то легенд обставлено, но это должно быть как-то вот считываться, и для этого как раз и должен быть архитектор. То есть вот он вот здесь как раз-таки, если в театре нам было просто, потому что вот по мне, правда, театр один из объектов, который выражает, как ни странно, культурную идентичность города. То есть там, правда, это архитектор очень грамотно в том же камне, в том же материалах. Просто даже вот в этой какой-то форме они это показали. И нам осталось просто, сохранить этот проект, потому что все-таки это реконструкция и такое, чтобы все это оставалось так же, как есть, и та самая идентичность там осталась. Даже вот в самом интерьере сцены это все вот есть чуть-чуть на кончике, но так и должно быть, чтобы человек просто чувствовал этот дух. Да. Вот. Это задача архитектора. Мне, знаете, понравилось, в Казани они открыли новое здание библиотеки национальной. Да. Там как бы нет каких-то узоров, там просто висят эти буквы алфавита сверху, как арт-объект. Так ненавязчиво, очень стильно, очень красиво, и ты понимаешь, что это татарский алфавит, что ты в татарской библиотеке, и тебе хочется это фотографировать. Я помню, но немножко забыла, как будто бы кто там проектировщик. Довольно, кстати, молодая команда. Если забейте, увидите библиотеку. Она прям супер. Я думаю, что таких примеров не один. И у нас уже, мне кажется, есть такие работы. Вот мы когда сейчас в Таганроге реализовали первый этап в роще Дубки, там, правда, глубокая история с дубами, и мы, собственно, даже из дуба сделали колоннаду, потому что классическая история, но колоннада не такую, знаете, немножко
пошлый из колонн. Мгм. Это из дерева, из деревянных Ой, балок, из прикольно. дубов. Ну, вот тоже приглашаю посмотреть, если кто там будет тоже. Ну, то есть вот какие-то штучки такие, а на фонарных столбах на некоторых раскиданы, ну, вот желуди, ну, просто такие мелочи. Они как будто бы немножко детские, но Мгм. почему бы и нет, где-то такие вот штучки тоже раскидать, Это и ты как ходишь, да. гномики в Калининграде, да, которые Ну все собирают. да. Ну, то есть, а там вот просто они малюсенькие. То есть, если Мгм. в целом идти, ты можешь даже не обратить внимания. А так он на опоре фонарного столба на некоторых лежит, и видно, что кто-то их уже придумал тереть на счастье, и тоже оброждаются такие легенды, потому что ту дубовую рощу сажал, собственно, Петр для постройки кораблей, потом подсаживала Екатерина, и в советское время потом тоже подсаживали. Ну, то есть, это глобальная история с дубами, и как бы вот это тоже всегда архитектору очень важно прочувствовать, прощупать и отразить в своем проекте, потому что без этого, ну, никак. Я вообще за озеленение любое. И мне нравится, что в Чебоксарах, в принципе, сейчас как-то благоустраивают парки. И я надеюсь, что нас кто-то будет слушать из городской администрации. И вот, пользуясь случаем, хочу сказать, что вот перед больничным комплексом огромный пустырь стоит уже 30 лет. Там нет ничего. Может быть, мы там сделаем какой-нибудь парк, я не знаю, засадим деревья, благоустроим. Там потрясающая пустая площадь. Окей, там проходит теплоэлектростанция. Возможно, там какие-то могут быть с этим проблемы. Но мне кажется, поставить какие-то лавочки, какие-то прикольные мафы, Тем более, деревья. где, как не перед больницей. Да. Потому что все Людей там очень много. ждут, встречаются, выходят. Конечно. Ну вот это тоже в мастер-плане сейчас будет все инициировано. Эти проблемные благоустройства, как такая самая быстрая победа. Я уже в голове это пишу вам письмо. Да, обязательно вообще. Ну, то есть включайтесь все, потому что вообще мастер-план невозможен. И столько у нас лекций насчет, что мастер-планы инициируют жители, власть, экспертное сообщество и представители бизнеса. А жители, ну, то есть понятно, что жители это может быть и там и политики, и эксперты, но это все как бы инициируется вот общественностью, и все запросы, они учитываются в мастер-плане в хорошем. Тот, который как раз не идет на полку. Вот, поэтому... Есть же разные уровни восприятия у жителей, разные потребности. Я, например, ненавижу эти скульптуры, зеленые лошади или что-то еще. Я просто, когда их вижу, мне хочется их снести. А люди фотографируют, им это нравится. Это тоже вопрос насмотренности, да, кому как что нужно. Да. На самом деле понятно, что это какой-то супер-экспресс-способ, но мне кажется, это такая задача всех нас, как архитекторов, как бы это странно не звучало, воспитывать людей своим. Все-таки мы этому учились, была у нас какая-то тоже та же самая насмотренность, и мы должны свое как бы все образование вкладывать в эти проекты, чтобы людям нравилось вот то самое именно красивое. Потому что, ну, конечно, некрасивого вокруг много, но это тоже иногда хочется сказать, ну, почему бы нет, так это как такой guilty pleasure, как какие-то плохие сериалы посмотреть, расслабиться, может быть, где-то, но тоже надо стараться, конечно, избегать. Это же ставит просто как бы заполнить место. Это же может быть, например, да хоть просто какой-нибудь деревянный диск световой, на который можно и сесть, и посидеть. А может быть, если он еще как-то инициирует историю с каким-то, не знаю, может быть, тут в этой точке конкретно что-то происходило важное, там, не знаю, или какой-то вид на какую-то точку. И все-таки нельзя забывать культуру, может быть, там, не знаю, ориентир куда-то. И ты понимаешь, что, и у этого есть какая-то история, это не просто какой-то олень, купленный на любом сайте, где продаются эти там зеленые скульптуры, да, ну, то есть во всех вот городах. Это же можно немножко обыграть. Чуть-чуть сложнее, чуть больше надо ресурсов под это приложить, но, собственно, для этого мы и есть. Классно, что есть такая профессия архитектор. Давайте все-таки прислушиваться к мнению профессионалов. Спасибо за такой приятный и полезный эфир. Ксения, очень рада была. Вам спасибо, да. Я боялась дико, что мы скатимся в какую-нибудь такую официальную... Вот, мы сделали проект, он супер классный, но получилось, мне кажется, очень душевно, очень открыто. Мне кажется, да, супер. Вам большое спасибо. Всех ждем на глазовских чтениях. Надеюсь, все учтем ошибки наших прошлых встреч. Ждем и что вашего участия в мастер-плане, потому что только руками жителей его можно сделать. Спасибо. Класс. Антакала. Я думаю, что... Получилось?